Может быть, кто-то уже видел фильм, а может быть, кто-то слышал. Эта история довольно популярна. И она происходила в зависимости от рассказчика в трех разных эпохах. Первая, ну, скажем так, первая эпоха данного рассказа — это эпоха эпоха Нара. Это примерно 9-10 век, если не ошибаюсь, в Японии. И в тот период бедная девушка шла, и ее над ней надругались молодые люди и разрезали пополам мечом. Однако верхняя половина осталась жить. И она схватила обломок меча зубами и расправилась со своими обидчиками. И японцы в этот момент рассказывают: «Басатто маппутацу не кирарита». Басатто — это звук меча. Маппутацу — это ровно на две половинки разрезала. И с тех пор данный демон атаковал молодых людей, которые были либо одеты в красное, либо у них были красные предметы одежды. И вторая эпоха. Она уже произошла во время Второй мировой войны. Все так же произошло, но на этот раз были американские солдаты на Окинаве. И девушку переехал грузовик, если не ошибаюсь, когда ее выбросили. И также она развалилась на две половинки, и также она мстила людям. И третья эпоха — это уже современная эпоха, когда девушка бросилась под поезд. И вот почему я рассказываю про эти три эпохи, потому что разные версии существуют, но по сути смысл один и тот же, что это мстительный злой дух, который передвигался на верхней половине своего тела и издавал звуки вот такие, когда бежал. Этот звук и называется по-японски теке-теке. Вот. И получается, как это было связано со мной. Я посмотрел фильм, когда был еще здесь, в Якутске. И как-то, знаете, когда смотришь там про истории, которые происходили где-то далеко, это и воспринимается как где-то далеко. И вот я приехал в Японию. Иду я по району Шинджуку, это центральный район Токио. И получается, там как раз таки по легенде эту девушку и разрезал трамвай. В тот момент, когда она упала с моста, который над железнодорожными путями проложен. Такой небольшой мостик для пешеходов. Я был как раз таки в красной куртке и шел ночью после работы, когда трамваи уже перестали ходить. Это было около 3 ночи или 4 утра. Вот. И получается, иду я и слышу. Я остановился. Холодок пробежал по моей спине. Нет, не может быть. Я же взрослый парень, как я могу испугаться какого-то таки-таки? Иду дальше. Фух, повернуться боюсь. Все-таки я немного суеверный. Ладно, хорошо. Девушек я не обижал, ничего не делал. На мне только красная куртка. Хорошо. Снял куртку, свернул вот так впереди себя, чтобы не носить ее хотя бы. И одну руку вот так на поясницу положил. Если разрежет, то хоть, может быть, как-нибудь не до конца, я думаю. Работал я в тот день 18 часов, так что не удивляйтесь, почему у меня очень странные мысли были. Потому что для того, чтобы можно было оплачивать обучение и проживание, надо было учиться, надо было работать и еще делать домашние задания. И получается, уже вот не в моготу, сзади уже. А потом вдруг... Я ладно, будь что будет, поворачиваюсь, смотрю, а там пакет летит. Пакет летит, а в нем еще что-то есть, и когда он летит и ударяется об землю, он издает звук теке. А когда он шуршит, он издает звук да? Вот, я такой, блин, короче, никогда никому не буду рассказывать эту историю. Ну, как видите. Вот. Ну, потому что забавно. Вот. В общем, это очень забавно, когда ты... Когда тебе кажется, что это все выдумка и так далее, но когда ты находишься в самом этом месте, где вокруг все эти трамваи, где вокруг эта темнота, и действительно люди вокруг рассказывают то, что существуют какие-то духи, особенно в Японии. Еще Японию называют страной 100 тысяч духов, потому что, как я уже говорил, в каждом предмете есть дух, есть душа. Вот. Есть